ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 8:45, планерка в мэрии. Управление ГУЧС отчитывается, что в городе снова появились жалобы на бродячих собак. На этот раз обеспокоены жители Озерного, где видели стаю. Также один раз горожане сообщили о странном запахе, но после взятия проб опасности не обнаружили. Уровень воды угрозы паводка не составляет. Что с ликвидацией нефтеразлива близ Яриги? По информации НШУ убрано 1,5 кубических метра нефтесодержащей жидкости с обводненностью 99%, очищено 15 квадратных метров площади. Это вчерашний день. Привлечено 42 человека личного состава, 10 единиц техники. По пробам воды в реке Ухта, по данным лаборатории Ухта-Водоканал, по состоянию на 26 апреля 2018 года ПДК не превышено. Управлению образования после доклада был задан вопрос, немало удививший своей неожиданностью. На третьем месте сзади по неорганизованному отдыху детей. Что это такое? Наталья Безносикова прокомментировала рядом цифры, которые отражают положительную динамику в муниципалитете с детским отдыхом. Если верить данным, то вроде все хорошо. К тому же начальник образования предположила свое видение, почему сравнение с другими муниципалитетами не в пользу Ухты. По прошлому году, как они говорили, вы должны иметь информацию, куда выехал каждый ребенок, где он прошел оздоровление, либо у бабушки, либо с родителями в отпуска. Как правило, мы эту информацию даем в сентябре. В сентябре на совещаниях по подведению работы по этому направлению. Поэтому говорить о том, что мы там сзади... Спецавтодор озвучил сведения о подготовке города к праздничным датам. Чинят и красят ограждения, ремонтируют мост на Севастопольской и так далее. Первомайская улица почищена на 30%, Октябрьская на 50%. Работы в других частях города и поселков также продолжаются. Однако руководству спецавтодора все же досталось за снег. Выйти стоит по ответственно перед магазинами, перед торговыми предприятиями метровой, выше, чем метр, высота снежного покрова на ваших газонах. Это весь снег, который они скидывали туда. Вас будут выходите, составляйте протоколы. Вы не вышли, вы не сделали. Сейчас вам поручение. Людей с лопатами этот снег должен быть раскидан. Если вы его не раскидаете, он еще 2 месяца у нас будет таять. Мэр заметил, что история не только на этой одной улице. Такую же картину можно увидеть и в других местах. Торговому отделу еще раз напомнили о необходимости приводить в порядок не только улицы, но и провести работу с владельцами торговых точек и павильонов. Чай тоже в городе живут. До ближайшего праздника 1 мая остается 3 дня. Успеет ли город принарядиться как следует?